Перекрою вас чуть-чуть. Селям алейкум, Достуар. Очень рад встрече с нашими соотечественниками. Хотел бы вкратце рассказать про свою работу. Вообще, моя общественная жизнь началась где-то с 2002 года, когда мы создали организацию Хардашлы. И с тех пор, можно сказать, активно принимаю участие в общественной жизни нашего народа и Крыма. Где-то с 2008 года я заинтересовался культурным наследием нашего народа, и мне стало интересно сохранить воспоминания наших старожилов, особенно своего родного края, так как мои предки салушты. И приехав в этот город, я начал с того, что записывал воспоминания именно уроженцев этого города. Со временем, конечно, мне стали попадаться старожилы и из других регионов, и со временем уже накопилось достаточно большое количество воспоминаний, и на основании их я начал писать статьи. Где-то через 2-3 года Венера Ханум предложила мне все это обобщить в виде книги. И вот в 2020 году вышла эта книга. Значит, в этой книге собраны в основном этнографические материалы, собранные в ходе моих исследований. Называется книга «Исторический атлас культуры Крыма. Этнографические заметки в поисках утраченного Крыма». Значит, данная книга, она основана на воспоминаниях в основном тех, кто родился в довоенном Крыму. Это период самый, допустим, старожил был где-то 1914-15 годов. Но моя цель была именно хорошо изучить исторические процессы, которые проходили в Крымской ССР. Как все, наверное, знают, завтра мы отмечаем День Республики, 100-летие нашей республики. Просто никто вроде не сказал про это. Немного расскажу. В этой республике руководителями были крымские татары. Можно сказать, вся власть принадлежала им. Все национальное образование, школы, там, я не знаю, все земли в виде коллективной собственности было в руках крымских татар. Конечно же, национальное движение всегда ставило цель вернуться к тому, что у нас было. Но, как известно, мы до сих пор этого не можем добиться. И вот эту дату, 18 октября, почему-то ее игнорируют и не празднуют. Но это для нас очень важно, потому что в то время, когда мы пытаемся сохранить свой язык, какие-то культурные наши особенности, традиции, это очень важно найти силы, чтобы это все реализовать. В своих статьях я всегда пишу то, что самое сокровенное, то, что мне сказал старожил. И многих уже нет в живых, но воспоминания их остались. Те, кто прочитают данную книгу, здесь могут найти именно этнографические особенности по регионам нашего Крыма. Из-за того, что у нас есть особенности наши в каждом селе, какие-то слова, какие-то, я не знаю, традиции, все индивидуально. И, конечно, было очень интересно сохранить, как это у каждого в своем селе. Допустим, у меня это были в основном села Аушцинского региона: Корбет, Темирчи, Улозен.
Как известно, вот национальное движение всегда ставило цель возвратиться нам в места исторического проживания. Но когда вот вопрос наш решался в 89-90 году, к сожалению, как мы хотели, по нашему сценарию не пошло все, то есть не восстановили нашу республику. Людям сказали: возвращайтесь сами, если хотите, берите участки, стройтесь, но вы не имеете права ни на язык, ни на развитие культуры, просто живите, и все, без права, без таких прав, которые были у вас до 1944 года. Конечно, усилия отдельных людей, усилия нашей интеллигенции стараются что-то сделать, сохранять какие-то, не знаю, что-то делать, но это очень мало для того, чтобы было воспроизводство народа, чтобы в следующих поколениях сохранить то, что было раньше. Ну хорошо, что есть вы, такие исследователи, как вы, и я надеюсь, такие, как мы, которые хотя бы какой-то вклад вносят в то, чтобы восстанавливать и культуру, и язык. Да. Значит, в этой книге вы можете прочитать такие главы, как, допустим, свадебные традиции, традиции, я не знаю, там, связанные с рождением ребенка. Допустим, то, что у нас тут утеряно, садоводство, виноградарство, овцеводство, ведь эти отрасли, они давали нам такие колоссальные средства, на которые существовал народ. Сейчас мы это все потеряли, земли нам не принадлежат, тысячи тонн, миллионы тонн урожая, которые мы могли бы продавать и содержать как бы нашу, поддерживать культуру, этого ничего нет у нас. И в этой книге я, конечно, постарался немножко описать каждую отрасль тем, что мы тысячелетиями занимались в Крыму. Сейчас вот хочу передать Венере Хану, она вот помогла нам реализовать этот проект и, значит, помочь сделать эту книгу, и немного расскажет про другие тома этой книги. Я не буду отнимать хлеб у автора. Андрей сам расскажет о своем томе. Я хочу в целом рассказать о том, чем занимался, какие цели ставил перед собой фонд Изидинова, когда мы делали этот проект. Основная задача фонда Изидинова — это сохранение, возрождение и популяризация крымско-татарской культуры на том уровне, на каком мы можем себе сегодня это позволить, в силу тех или иных финансовых возможностей. В частности, фонд Изидинова работает по грантовым проектам. Может сложиться такая ситуация, что получить грант — это легко. Это нелегко, и это первая трудность, и вторая трудность — потом еще отработать и отчитаться. Поэтому это достаточно напряженный труд, и я благодарю авторов здесь присутствующих, которые добросовестно, честно отработали свою часть этого проекта. И проект, задуманный как 2 тома, перерос у нас в итоге в многотомник. То есть сегодня у нас мы со дня на день ждем тираж уже 3-го тома. И я думаю, что это не случайно, потому что интерес к изучению культуры крымских татар растет каждый день. И все здесь присутствующие авторы, и вы как организаторы, за что отдельная благодарность, все вносят вклад в это дело. И это нужно делать, потому что действительно мы все энтузиасты возрождения своей культуры. И если мы не будем работать за себя и за того парня, который не дожил до момента возвращения на родину, то у нас не будет нашей культуры, нам ее никто не принесет на блюдечке и не даст. Поэтому фонд Изидинова, наверное, развивая мысли и идеи самого Сабри Усмановича Изидинова, выходит на этот уровень. Мы перерабатываем информацию сложно читаемую в научных трудах, в научных каких-то изданиях. Андрей Бей за это у нас отвечает. Его аналитические способности, умение вычленить главное и доступной, популярной, не примитивной, но популярной форме донести эту информацию. И это важно, потому что если человек не наполнен своей культурой, если он не гордится своей культурой, если она выглядит непривлекательно, неинтересно, молодежь не будет на нее смотреть, ее изучать, он будет стыдиться, стесняться своей культуры. Поэтому одна из задач этих проектов, помимо наполнения текстового, информационного, еще и подача. То есть у нас очень важно, каждый том, он
вы видите Гирея, то я немножечко открою, просто Да. здесь авторские иллюстрации, то есть здесь большая работа ведется графических дизайнеров, которые преподносят нашу культуру, говорят, что ее можно красиво показывать, что она привлекательна действительно, что уровень подачи информации тоже важен, потому что если книжка серенькая, непривлекательная, она будет интересна специалистам. Если мы хотим привлекать молодежь, если мы хотим, чтобы они читали, вообще вернуть их печатное слово, то нужно стараться прилагать усилия к этому. И поэтому тоже всем тем авторам, кто уделяет внимание вот на издательскую часть, на эстетику этих книг, наших и своих, то есть это тоже отдельное спасибо, отдельная благодарность. Это важно, это такой, уже это время, то есть тут уже никуда не денешься. Да, хотят полиграфическую продукцию, читатель видит привлекательную. И третий момент, и завершусь, обработка информации. Потому что сегодня время сжато, нет возможности. Вот мы, например, работаем над третьим томом, а третий том у нас посвящен истории и культуре древнего народа крымского тавра. Эту информацию об этом народе можно прочитать только в научных трудах, в основном у археологов. У кого есть возможности читать, изучать и вникать. Для того, чтобы мы составили вот примерно такого же объема третий том, у нас Андрей Гей проработал почти 370 научных статей, трудов, помимо каких-то таких отдельных выдержек. То есть это получилась такая популярная книга об одном из древних народов, об этом генезе горных крымских татар, южнобережных крымских татар, этот ген присутствует. То есть это один из наших предродителей. И сегодня Крым наполнен подобными памятниками, скифскими, таврскими, готскими, бунскими. У них у всех есть хозяева, кроме нас самих. Мы сами не интересуемся этой культурой. Раз мы ею не интересуемся, значит она не наша. Как так можно? Так нельзя. Поэтому вот такую большую работу мы начали, и мы начали привлекать к этой работе уже и солидные организации, в частности, с нами сотрудничал по работе над третьим томом Институт археологии Крыма, у нас с ними соглашение. С нами работал Центральный музей Тавриды, то есть они нам предоставляли материалы, которые есть, исторические артефакты. Это важно, это очень важно. В результате этого нам удалось создать выставку по таврской культуре. Она популярная, то есть она для археологов, для ученых, для историков, может быть, она ничего нового не откроет, но для человека простого, которому некогда читать археологические отчеты, это будет очень хороший такой урок. До 10 ноября эта выставка идет в этнографическом музее, вход свободный, выходной день, вторник. Пожалуйста, придите, посмотрите на впервые воссозданную посуду таврскую, и вы увидите в ней элементы нашей крымско-татарской посуды, которую мы все привыкли видеть. Вы посмотрите на реплики, на воссозданную одежду тавров, и вы увидите элементы, которые присутствуют в крымско-татарском костюме. А все это сделано по описаниям в археологических источниках. То есть вот такой подход, переработка научных трудов, популярный для того, чтобы мы изучали свою культуру. Мы все, те, кто живут в Крыму, и в первую очередь крымские татары. Все, умолкаем. Завтра можно говорить всю ночь. Андрей, предоставляю вам слово. Салям алейкум. Я расскажу о исторической части нашего трехтомника. По истории Крыма у нас очень много литературы, и здесь вот она находится. И если мы возьмем высветим какой-то кусок истории Крыма, какой-то конкретный период или конкретного человека, то мы увидим достаточно много информации объективной в этом моменте. Но если мы посмотрим ретроспективно на историю Крыма, от древних времен до 20 века, то она выглядит на самом деле как такие несобранные пазлы или как кривое зеркало. Например, недавно я был в музее Симферополя Неаполь-Скифский, и там девушка-экскурсовод рассказывает, что крымские татары пришли в XIII веке.
И как бы это не ее проблема, это на самом деле это существует в сегодняшней истории Крыма. И мы поставили задачу именно провести такой мостик от древности до крымско-татарского ханства до XVIII века и как бы соединить это все, соединить эти пазлы. Вы все прекрасно знаете, да, что как сегодня звучит история Крыма, что жили тавры, потом пришли скифы, их убрали тавров и стали жить. Потом пришли готы, уничтожили скифов, пришли гунны, уничтожили готов, потом пришли крымские татары, подчистили все остальное, ну а за ними потянулись дальше следующие. Вот, в принципе, как бы и в это многие все верят. Каким мы путем пошли, чтобы как бы устранить вот эту кривизну этого зеркала? Мы пошли двумя направлениями. Первое направление мы решили собрать первоисточники, письменные первоисточники. То есть вот мы берем античный период Крыма и ищем все первоисточники, благодаря информационной революции все есть в интернете, не нужно ездить по библиотекам. Мы собираем подборку про античный Крым, то, о чем пишут Геродот и далее за ним. Потом мы берем источники византийского периода, средневекового Крыма, и из них составляем материалы. И вот это у нас пока в проекте, и также по Крымскому ханству мы собрали первоисточники, все, которые возможны. И так у нас родилась вот эта вот книга. Вот это первый путь, да, такой через документы. Документы, они не будут врать, они подтверждают, как было на самом деле. Если их правильно интерпретировать, то высветится совсем другая картина. Второй путь, который мы избрали, если первый через литературные источники, то второй путь через культуру. То есть и мы начали с самого низа. Мы взяли таврскую культуру, это Железный век, да, это там 4-6 век до нашей эры, и начали выводить из нее вот эти культурные таврские традиции, изучая их, выводить их и тянуть их вот на сегодняшний день. И на самом деле, если мы будем пристально смотреть на таврское строительство крепостей, которых в Крыму огромное количество, на посуду античную, вот крымскую посуду, на орнамент, то увидим продолжение всех этих элементов культуры. Мы увидим, мы дотянулись почти до Крымского ханства, мы дотянулись до 13 века. Вот на самом деле все знают, да, город Скикермен. Вот, так в нем археологи обнаружили посуду средневековую, да, орнамент на которой, геометрический орнамент, полностью скопирован в орнаменте тавров. Вот, то есть, как бы, вот таким путем мы пытаемся соединить всю культуру Крыма в единообразие. Вы сказали, что готовится третий том. Будет ли продолжение дальше этой работы? Хотя вы сами упомянули, что гранты — это довольно тяжелая вещь. Будет, безусловно, потому что, во-первых, мы уже привыкли работать в режиме проектной. Пока других поступлений денежных у нас нет. Например, на издание первого тома мы собираем в том числе и предоплату тоже для желающих. Продолжение обязательно будет, потому что, прежде всего, как оказалось, археологам это тоже интересно. Оказывается, им обидно, что они работают, но никто их, кроме коллег, не читает. И когда мы в Институте археологии разговаривали с директором, а он как раз специалист по скифскому периоду, по средневековью, он говорит: а про скифов вы будете делать проект? Мы сказали: будем. И он улыбнулся, порадовался. Поэтому действительно интерес обоюдный. Когда собираются над какой-то одной темой энтузиасты, вы не представляете, какой получается хороший результат. Во-первых, эффект хороший. Во-вторых, вот эта искренность, с которой люди это все делают, она действительно находит своего читателя, в данном случае речь идет о книге, и потребителя, когда речь идет о каких-то культурных объектах, культурных явлениях. Поэтому обязательно будет.
безусловно, мы будем находить средства. Я думаю, что мы выйдем на какую-то самоокупаемость. Ну, то есть сейчас мы как раз осваиваем эти вот финансовые все вопросы. Но всегда рады помощи, поддержке. Мы общественная организация. Помимо того, что мы издаем книги, мы еще очень много ведем такой популярной деятельности именно в интернете. То есть у нас работает сайт, у нас работают страницы, и наши авторы там коротко берут какую-то тему и раскрывают ее. Это тоже очень важно. У нас там бурные дискуссии постоянно под нашими постами. Я благодарю всегда тех специалистов, которые дают какие-то комментарии полезные, интересные, развивают дальше эту тему и провоцируют, прежде всего, людей молодых изучать свою культуру, погружаться в нее, перестать ее стыдиться, начать этим гордиться. Вот это основная, наверное, наша задача — развернуть молодежь к своей культуре, вот, чтобы они так твердо ее знали, хорошо, прям вот, чтобы было не сломить. Хотела еще спросить, вы знаете, что Кирей Баиров, он вообще медик по образованию и работает врачом. Началось это как бы увлечение, да, исследовательской деятельностью. Наверное, сначала, как вы сказали, именно с интереса к собственному региону родному. Да, у меня как бы еще со школьных лет был интерес вообще к истории и географии. И, конечно же, национальный, как говорится, вопрос наш, каждый, наверное, себе задает вопрос, почему он не решен, что нужно делать, инициатива каждого, какова она роль, что каждый может сделать, какой вклад принести. Потому что, получается, если наше поколение не начнет сейчас работать, то мы обесцениваем работу предыдущего поколения. То есть они боролись за то, чтобы вернуться в Крым и восстановить то, что было. А сейчас современное поколение об этом не думает. И получается, мы все, что делали предыдущие поколения, ну, десятки лет, да, можно сказать, мы все это просто обесцениваем. И мне кажется, роль каждого очень велика в этом. Каждый из нас может многое сделать. И должен, наверное, сделать. Мы должны собрать вокруг себя лучших людей, выдвигать самых лучших людей, ставить им задачи для выполнения. Вы сказали, что многих стариков уже нет живых, с которыми вы беседовали. Есть ли кто-то, кого вы еще, ну то есть есть ли с кем еще можно было бы поработать? Конечно, еще очень много кто есть. И у нас очень много работы, и мы можем успеть еще многое зафиксировать. И, потому что я вот иногда прихожу в наши семьи и сравниваю знания старшего поколения, их детей, их внуков. И если, допустим, разница между старожилом и их детьми где-то потеря уже 50%, то между старожилом и внуком уже где-то 99%. Такое ощущение, что ты приходишь в семью, где разные национальности. То есть они говорят на разных языках. И не знаю, иногда даже бывает, что, допустим, наши филологи, которые десятками лет изучают наш язык, и когда они даже общаются со своей мамой, которой, допустим, под 90 лет, они не знают элементарных слов, допустим, как будет трахея на нашем языке, или там, я не знаю, еще какое-то слово. Поэтому мне кажется, что мы должны взять себя в руки, популяризировать и показывать дорогу, что нужно нам сделать вот в это историческое время. А наша задача — сохранить все, что знает старшее поколение, и передать это уже следующему поколению. Конечно, задача очень большая. Да, вы не правы. Ваши книги можно приобрести, да, сегодня на ярмарке? Да, есть наши книги. Кому интересно, могут приобрести.
Большое спасибо, че sağolunuz, başarılarınız için. Kitaplarını salonumuzda satın alabilirsiniz. Buna birlikte konuşmaya, автограф almaya fırsatınız var. Спасибо большое, что присоединились, приняли участие. Очень надеемся, что Еще раз благодарим вас за то, что проводите ежегодно такие культурные мероприятия, собираете наших людей, которые занимаются, так скажем, интеллектуальной работой, которые показывают нам за год то, что они успели сделать. Çok sağ olun. Siz de sağ olunuz. У нас есть вопрос, Владимир Бар, buyurunuz Züriye Hanım. Sağ olunuz. Келеби, сіздеріңіз әркім бүгін демек бұл милли мирасымызды топламақ жолында çalışа білесіңіз. Сіздің пікіріңіз, яғни сіздің жерге, сіз бүгін кімге мұражат етмеге істер едіңіз? Қайсы несілге? Өзіңіздің яждашларыңызға, я да бұл артыңыздан келген яш несілге. Esas бұл сөздеріңіз кімге мізбетеді? Ну, в первую очередь, конечно, к нашей интеллигенции. Это как локомотив наш, которая может показывать свою деятельность в наших средствах массовой информации, может быть, делать что-то похожее, писать на эту тему статьи. Их будут читать уже читатели обычные, и они могут тоже присоединяться и делать это. К какому поколению еще был вопрос? Ну, я ко всем обращаюсь. Даже, может быть, к нашим корифеям нашего языка даже. А можно я тоже дополню? Тоже дополню ответ Гилея. Дело в том, что вот не прозвучало, и я сейчас устраню этот момент, ведь Гилей Бей еще и выкладывает эти интервью со старожилами в интернете, они есть на Ютубе. И даже на нашем сайте. Да, и это очень важно. И это очень важно, потому что там идет сохранение, во-первых, диалектное, потом идет по деревням, да, то есть в каждой деревне есть свое произношение, да, и вот это все сохраняется. И, конечно, именно эту работу, его предварительную как энтузиаста, мне кажется, еще не совсем оценили специалисты, филологи, и не до конца этот кладезь еще и исчерпан. То есть мне кажется, что есть там с чем работать. Мы и книгу, когда создавали, мы не сильно меняли там диалект, может быть, мы получим там какие-то нарекания со стороны корректоров, но мы именно диалектное произношение старались не менять для того, чтобы это стало поводом для специалистов к изучению дальше, углублению. То есть наша задача фонда — обратить внимание, что есть еще куда двигаться специалистам, и тем более тем, кто только выбирает профессию. Мне кажется, что нам нужно повышать наш интеллектуальный фонд, нам нужно направлять нашу молодежь на изучение нашей культуры, чтобы вот как раз умы у нас были свои, чтобы свою историю мы написали сами. Мы сейчас живем по истории, которую нам кто-то написал. Мы должны изнутри ее сами написать, как мы ее знаем, как мы ее чувствуем, как мы ее понимаем. А для этого нам нужны, конечно, и опытные специалисты, и те, кто придут в свет. То есть нам нужно, чтобы преемственность была. Поэтому я думаю, что для всех, для многих. Самый еще, если можно один вопрос, то это вопрос я к Андрею. Андрей, вы начали такой сложный труд. Почему вы взяли именно эту тему? Первое. Второе. Были ли какие-то препятствия? Были ли те, кто отговаривал вас от работы над этой темой? Ну и третье. Вы хотите изучать крымско-татарский язык. Для чего? Какова ваша цель? Ну, почему эту тему? Ну, я как бы рассказал, что наша задача, да, вот это искаженное зеркало крымской истории как-то совместно там с другими людьми как-то его исправить. Вот это, наверное, основная задача. И как мы говорим там, проложить мостик от тавров к крымским татарам. Ну, понятно, что много еще этнических рек втекало, да, в Крым, но все равно нужно говорить о том, что как бы по законам социологии, да, у каждой земли есть свой народ,
Вот, не какие-то пришедшие, там, допустим, когда мы говорим, да, что как назывались люди в России, они назывались московиты, да, потом они стали называться русские, потом они стали называться большевики, потом советские, теперь россияне. Но никто же не говорит, что это как бы разные народы, да. Ну, а в Крыму сложилось так, что вот так все называли по-разному. Допустим, как называли арабы жителей Суддеи, Судака, да, до 13 века, кипчаками. А византийцы их называли починаками, а западноевропейские писатели куманами. Ну, это как бы одни люди, да, а получается, что называют раз. И от этого почему-то стали писать, что здесь жило куча народу разных. Вот. А что касается языка, ну да, я, к сожалению, своему запаздываю с изучением, но я понимаю, что это нужно сделать, потому что иначе, углубляясь в историю Крыма, я в какой-то момент встану просто. Потому что без языка дальше изучать, конечно, нельзя. Слава Богу, удачи вам в ваших дерзаниях, в вашей работе. Я надеюсь, что вот как сегодня поддержали вас на этой ярмарке, спасибо организаторам, также я думаю, что и каждый, кто захочет приобрести издание этой прекрасной группы, поддержит их. И я думаю, что на самом деле крымским языком заинтересуются и те, кто непосредственно должен его знать и конечно же, знать особенности диалектов. Самому главному. Что за